Привет, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Я думаю, что вы прямо сейчас доедаете последние порции новогоднего салата и смотрите нашу программу. Правильно делаете, это программа «Бригада Пироник». Программа, в которой мы вместе с вами изучаем слова на татарском языке. Сегодня нам в этом помогут традиционно наши гости. В первой команде у нас Минтимер вместе с мамой Гульнас Шарибжановой. Здравствуйте, Исян Месес. Рады вас видеть. Здравствуйте. Во второй команде Асылбике вместе с папой Ильсуром Шарибжановым. Исян Месес. Исян Месес, здравствуйте, это мы, да. Это вы, да, все верно. Рады вас видеть с наступившим уже Новым годом, вас 2026-м. Давайте, как всегда, поближе познакомимся с нашими участницами и участниками. Начнем мы, Асылбике, с тебя. Асылбике общительная и любознательная девчонка, которая постоянно стремится познавать этот мир. Ее энергия и интерес ко всему новому находят применение в разнообразных увлечениях. Она ходит в хоровую школу, берет занятия по игре на флейте, ходит на танцы, занимается плаванием. В общем, занимается всем тем, чем что душе угодно. Насыщенный график не только приносит ей радость, но и помогает развивать дисциплину и целеустремленность. Асылбике, вот из всех этих занятий, которые я перечислил, что тебе нравится больше всего? Бассейн. Бассейн? Так. Есть ли какие-то... Ты просто занимаешься плаванием или прям как спортсменка? Ну, как просто плаваешь для себя, да? Нравится? Нет, вы же соревнуетесь на время. А, ну вот, значит, есть какой-то спортивный интерес, да, Гульнас? Да. Так, а чья была идея отдать Асылбикене в плавание? Почему не в другой вид спорта? Был 1 час времени между хоровой и школой, в этой же школе. Пускай ребенок зачем-то будет занят. И вот ей очень нравится. Почему бы не воспользоваться этим моментом, что в школе есть бассейн? Ну, кстати, бассейн очень хорошо помогает и вокалу тоже. Для дыхания вообще самое то. Хорошо. Асылбике, скажи, пожалуйста, Новый год, да, это время чудес, время радости. Что ты бы хотела себе пожелать в этом году? Хороших оценок. Вот, как настоящая прилежная ученица хочет хороших оценок. Отлично. Давайте познакомимся с Минтимером. Минтимер у нас юный хоккеист, который уверенно чувствует себя на льду среди своих сверстников, поет в ансамбле «Батар Егетляр», любит проводить время с семьей и друзьями, гулять на улице, играть в разные игры. Вот у меня написано, что он немного стеснительный, сейчас проверим. Но эта застенчивость мгновенно исчезает, когда он выходит на хоккейную площадку или начинает петь. В нем удивительным образом сочетается сила спортсмена, артистизм певца и скромность парня, который только познает себя и этот мир. Минтимер, как дела? Нормально. Нормально? Скажи, пожалуйста, что ты хочешь пожелать себе в этом году? Тоже хороших оценок. Больше голов? Да, конечно, больше забитых шайб. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже занимаешься хоккеем? Долго? Сколько? 3 года, да? 3-й год пошел. 3-й год пошел. Так, какие успехи, Ильсур, рассказывайте у Минтимера. Первый год был очень тяжелым, потому что было ему только 4 года. Он не понимал, зачем это надо, для чего он занимается хоккеем. Вот в прошлом году чуть-чуть начал осознавать, а вот в этом году уже в осознанном возрасте прям понимает, хочет с желанием, понимает, что вот надо забить, чем больше шайб забиваешь, ты выигрываешь, значит. И очень с желанием занимается и ходит на тренировки и спрашивает уже, вот у нас с понедельника по пятницу мы занимаемся каждый день. И вот суббота, воскресенье, выходные, он уже в воскресенье спрашивает: папа, мы когда пойдем? Завтра пойдем на хоккей? Завтра пойдем на хоккей? И вот он уже с желанием вот прям горит, глаза горят, желание есть, это хорошо. Это хорошо. То есть 5 тренировок в неделю, да? Бывает 6, бывает 7, плюс еще игры добавляются иногда. Слушайте, это серьезная затрата по времени, между прочим. Да и по финансам тоже. Давайте не будем скрывать. Не сказал бы так. Вот почему-то все думают, что вот хоккей, вид спорта по хоккею, это очень много занимает денег. Ну, я бы не сказал бы так. 1 раз купили мы ему форму, когда уже становится, вот коньки мы ему 2 раза поменяли за это все время, за 3 года. Их можно найти в объявлении, можно подержанные купить. Они стоят недорого, 5-6 тысяч рублей раз в год потратится. И тренировки тоже по стоимости не так дорого. Просто почему-то вот у людей такое вот... Ну да, что это... Да, мышление почему-то так думает, что хоккей – это дорогой вид спорта. Хотя это не так.
Но зато самый зрелищный, я считаю. Это прям... Очень эмоционально. Очень эмоциональный, да. Вот хочу спросить, Асылбеке, от тебя. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну-ка, были какие-то идеи уже? Ну, у нее каждый год разное меняется, желание. А меняется желание? Меняется. Какое было последним? Какой-то день она нестабильно. хочет быть, стать поваром, например, да? Вот видит, как мама вкусно готовит. Да, Видит. а потом она говорит, я хочу парикмахером быть, прически делать. Как-то она сказала, что я хочу быть учителем физкультуры и ругать всех детей. То есть это, я так понимаю, пришло из школы, видимо, там. Получила. Да, видимо, ругается там учитель. И я думаю, что еще возраст, наверное, тот, что они не знают. Последняя тренером по плаванию. А тренером по плаванию. Вот, видите, уже есть задел на будущее. Ментимер, ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Наверное, хоккеистом, да? Спортсменом. Ну, тут понятно все. Но я думаю, что не просто так оба ребенка в семье поют. Все очевидно, все понятно. Но, друзья, сегодня будем говорить, естественно, про Новый год и про то, без чего этот праздник не может обходиться. Это может быть различные элементы украшений, элементы, скажем так, праздничного застолья и так далее. Обо всем узнаем сегодня в нашей программе. Давайте начинать. Это первый тур, он называется «Жао Аптап». Здесь мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с прекрасным праздником, который называется Новый год. Задача нашей команды очень простая. Угадать, о чем идет речь. Отвечать будем по очереди. За каждый правильный ответ получаете 1 балл. С кого начнем? Например, Асылбеке. Давайте со старших. Со старших. Хорошо. Итак, Ильсур, Асылбеке, начинаем с вас. Внимательно смотрим на экран и слушаем вопрос. Это готовят для гостей. На нем всегда много еды, сладостей к чаю. Мама это готовит к приезду гостей с утра. Туда-сюда бегает. Я ей помогаю, но иногда мешаю. Там должны быть красивые расставленные стаканы, тарелки, ложки и вилки. Перед этим кое-что на 4 ножках накрывают скатертью. Скатертью накрывать. Как вы думаете, что это? Новогодний стол. Новогодний стол. Совершенно верно, отлично. Я принимаю этот ответ. Это накрытый стол, новогодний стол. Татар сейчас тобан. По-татарски это слово звучит как тобан. Запоминайте, пожалуйста. Я думаю, что у каждого из вас были накрытые столы в этот Новый год. А мы продолжим. Так, Ментимер, для нас... Да, смотрим, Улам, давай, и угадываем, про что говорят. Вот зачем ведущий нужен, Алекс? Это мама, папа, я и мой братик. Иногда мы ругаемся, а иногда очень сильно дружим. Мы друг за друга горой. Мне даже самому интересно, а кто это? Семья. Семья, правильно, конечно, аплодисменты. В семье действительно можно дарить друг другу подарки, сладости давать, любимые игрушки. Откуда-то, да? Вытаскивать откуда-то окрынгня, пока никто не видит. Так что это тоже можно. Семья по-татарски, конечно, Ваиля. Продолжаем с первой командой и внимательно смотрим вопрос. Это как день рождения, Новый год, Хэллоуин. В этот день мы что-то отмечаем. Это всегда весело, здорово. Могут прийти друзья или родственники. Обычно в такой день приносят подарки. Это когда мы делаем салют. Когда все люди радостные и что-то отмечают. Если в этот день к нам гости приходят, они обязательно что-то подарят. Итак, что же это такое? Праздник. Праздник, правильно. Аплодисменты. 1 балл достается тебе. Праздник, самый волшебный праздник встретили мы с вами только что. Праздник по-татарски Бәйрәм. Идем дальше. Ментимир готов? Азерме? Скорыбас. Смотрим. Это когда рот тянется в разные стороны, показывают зубки. Иногда это будет и произойти, потому что смешно. Иногда потому что приятно. Когда мне дарят подарки, я это делаю. Это мы делаем губами. Это не совсем смех. Это мы делаем, когда нам что-то нравится. Когда я знакомлюсь с новыми друзьями, она всегда со мной. Это значит, что ты приветлив. Это значит, что ты приветлив. Приветливый, а? Приветливый, да. Вот сейчас что ты делаешь? Улыбаюсь. Вот, значит, это Улыбка. 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 Конечно, друзья, улыбайтесь.
в наступившем году, потому что без улыбки никуда. Улыбка по-татарски «елмаю». На очереди 5-й вопрос. Его мы смотрим все вместе. А вот кто будет отвечать, подскажет нам наш компьютер. Хорибас Бергаляк. Это люди, с которыми я играю. Они маленькие и любят прыгать и бегать. Они поддержат меня, если мне грустно. Итак, уважаемый компьютер, скажи, пожалуйста, кто будет отвечать? Асладбеке, тебя выбрал компьютер. Итак, про кого говорили? Про друзей? Про друзей. Конечно, про друзей. У тебя много друзей, подруг? Да, вот все говорят в детстве, у меня много друзей-подруг, а с возрастом понимаешь, что настоящих друзей в жизни очень-очень мало. Так что цените тех, кто рядом с вами, и самых близких ваших друзей. Они обязательно вам подскажут, дадут совет и помогут в трудной ситуации. Друг по-татарски «дус». Мы завершаем наш первый тур. Результаты, как всегда, вы видите на своих экранах. Впереди много интересного. Оставайтесь с нами. Это программа «Брегаля Ираник». Давайте вспомним слова, которые мы выучили. Асылбеке, как будет по-татарски накрытый стол? Тобын. Тобын, хорошо. Ментимер, как будет по-татарски семья? Хайла. Гайле, дрес. Асылбеке, праздник. Бейрем. Бейрем, именно так. Ментимер, друг. Дос. Дус, отлично. Асылбеке, тебе слово улыбка. Елмаю. Елмаю. Совершенно верно, друзья, вспомнили слова. Давайте продолжать. Второй тур называется «Истеахолдер». Запомни, здесь нашим участникам предстоит запоминать расположение картины, которые будут располагаться в ячейках от 1 до 9. Да, за этими цифрами спрятаны картинки. У вас будет 15-20 секунд, чтобы все запомнить. Все очень просто, поверьте. Итак, 15 секунд, время пошло, открываем картинки и запоминаем. Так, время вышло, давайте выяснять, что где находится. Ментимер, начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, где находится улыбка? Под каким номером? 9. 9. Уверен? Точно? Да. Да. Открываем цифру 9. Да, Афарин, молодец. Асылбеке, где находится накрытый стол? Пом-пом. Биш. Бишенщесон. Точно? А папа согласен? Согласен, специально путать так. Давайте откроем 5-ю картинку. Итак, по цифре 5. Накрытый стол, совершенно верно, Афарин. Ментимер, возвращаемся к тебе. Где друг на этой картинке? 7. 7. Открываем? Да. Открываем цифру 7. Там друзья, да, классные мальчик-девочки, дружат друг с другом. Итак, Асылбеке, а где находится семья? Б. Басында? Под первым. Под первым. Бірінші сонасында. Открываем цифру 1, давайте посмотрим. Да, большая дружная семья, отлично. Итак, на очереди 5-й вопрос. Уважаемый компьютер, кто будет на него отвечать? Ментимер, тебя выбрал компьютер. Скажи, пожалуйста, где находится картинка, которая обозначает праздник? Запомните праздник? Под какой цифрой праздник? Праздник, где? А там салют еще такой был. Где? Гульнас, нужна твоя помощь. Да. Под 3-м было? Ты. Под 3-м? Да. Да, вспомнил? Открываем цифру 3. Да, там праздник. Конечно, молодцы. Итак, справились мы и с этим туром тоже, друзья. Давайте подводить итоги. У нас пока ничья. С равным количеством баллов мы завершаем, а значит, впереди будет битва за первое место. Это программа «Брегаля Ираник». Предлагаю еще раз вспомнить слова, которые мы сегодня с вами выучили. Мы сегодня говорим о том, что связывает нас с Новым годом. Накрытый стол – тобан. Семья – гаиля. Праздник – бейрам. Друг – дус. Улыбка – елмаю.
Так, мы готовы приступить к третьему туру. Здесь мы подготовили небольшие, ну, скажем так, ребусы, загадки, называйте как хотите. На экране появятся 3 картинки для каждой команды. Все они связаны только с одним словом, которое мы выучили. Ваша задача назвать это слово и объяснить. Здесь участвуем все вместе, объясняем вместе, угадываем вместе. Начнем, давайте, Салбике, Ильсур, с вас. Первые 3 картинки, пожалуйста, нам на экран. Можете рассуждать, можете сразу дать ответ. Какое-то слово связывает вот все 3 картинки. Ну, табан, Тоба, накрытый стол. Почему? салат, потому что Салат, оливье. Ага. шуба. Под шубу. Да, селедка под шубой. Так, еще один салат. И, конечно, Мандарин, мандарин. табан. Табан, накрытый стол. Все правильно, молодцы. Все, что связано со столом, с праздником, с большим количеством гостей дома, с большой семьей, это, конечно, накрытый стол. Идем дальше. Ментимер, Гульназ, готовы? Готов. Давайте посмотрим для вас картинки. Ага. Что такое? Уши. Уши, что такое? Уши. Ну вот, если Мону Лизу брать, говорят, у нее вот есть особенная черта в ее портрете. Вот Мона Лиза, портрет ее, Леонардо да Винчи. Веселье, ну праздник, бейряндринг был. Почему? Давайте попробуем. Как уши с Бейрам связаны? Вообще музыка, Музыку слушаю хорошо. Как картина и Бейрам. ну биллер. Биллер, так понятно, а картина? Вообще, может, для кого-то посещение Моны Лизы тоже бейрян. Про- Увидеть ее. Ну, в принципе. Нет, я же аргументировала Да, праздник. да, да, Ну да, все, да. тогда А оставляем всё- праздник. Окей. Оставляем праздник. Праздник уши, потому что слушаем музыку. Мону Лизу увидеть тоже своего рода праздник. И веселье тоже праздник. Ладно, это правильно. Пусть это будет правильный ответ. Хорошо. Но это была улыбка. Улыбка до ушей. У Моны Лизы таинственная улыбка. Ну и, конечно, улыбаемся мы, когда веселимся и танцуем. Да. Но вот такая логика была у нас, в нашей команды. Но ничего страшного. Раз сумели объяснить, как-то привязать, то почему бы и да. Мы завершили задавать вопросы, получили на них ответы, все правильные. Пора подводить итоги нашей игры. Сегодня в первом выпуске 2026 года у нас побеждает команда Шеребжановых. Я вас поздравляю всех. Молодцы. И, конечно, друзья, подарки. Куда же без них в этом году? Но не переживайте, что пакет только у Гульнас. Там подарки на всех, на всю большую семью. Мы поздравляем... Не знаю. Кому достанется, да? Мы поздравляем вас, друзья мои, с наступившим Новым годом. Спасибо, что нашли время, пришли к нам. Вместе мы с вами, мне кажется, классно провели время. Уважаемые зрители, вас тоже поздравляем с наступившим 2026-м. Пусть он принесет много радости. Улыбайтесь, пожалуйста, и собирайтесь чаще со своей семьей. Неважно, праздник это или обычный будний день. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ну и, конечно, без поздравлений вас мы тоже отпустить не можем. Tileklerinin, izgilerin tileybiz, baxtlarının tileybiz zo'risin, shodliqlarning kutmaganda kelib, kuya turganlarin nurlasin, mana muhabbatning g'umurlisin tileybiz, tusa o'lmas uchun tusin deb. Biz tileybiz sizga tek birgina tilak, barliq tilaklaringizda qabul bo'lsin deb. Yangi yil bilan Аферин, Гульнас. А всех юных телезрителей, мамочек и папочек, и бабушек, и дедушек поздравляем с 26-м годом. Действительно, по-настоящему, пускай в каждой семье царит уют, спокойствие и мирное небо над головой. Биг Зурахмет! С Новым годом! С Новым годом, друзья! Поздравляем вас с Новым годом! Пусть в этом году будет больше улыбок. И, конечно, находите время встречаться вместе с семьей за большим накрытым столом. И неважно, праздник это или обычный будний день. И Увидимся ровно через неделю. Пока-пока! Пока-пока!